посвященный вопросу усиления роли тюрко-татарских народов в общественно-политической жизни России. Так, слово предоставляется. Добрый вечер, дорогие гости штаба «Татар Москвы». Спасибо, что сегодня заглянули к нам. Тема сегодня очень важная. Я вот сегодня буквально вспоминала, насколько богатая история тюркских народов именно на территории сегодняшнего нашего российского государства. И насколько сместились акценты влияния, собственно, тюркских народов на славянские народы. Ну, так распорядилась история. Тем не менее, то, как развивается сегодня Российская Федерация, очень здорово зависит от того, какую роль играют все народы в том, что происходит сегодня в политике, экономике, культуре на нашей территории. И сегодня мне хотелось бы, чтобы вы, наши гости, сегодня среди нас очень много интересных людей, политики и журналисты, и главные редакторы, и режиссеры, очень интересные люди. Сегодня мы поговорим о том, как активизировать тюркские народы в России, как сделать так, чтобы роль тюркских народов в развитии нашего государства, в росте экономики и влияния нашего государства, в том числе происходило с помощью тюркских народов, потому что среди нас много прекрасных ученых, много деятелей культуры, политиков, людей, которым есть что сказать и что сделать хорошего для нашей истории, для сегодняшнего дня. Гая Рамы, у вас наверняка есть первый гость, кто выступит, да? Да, есть. Значит, я хотел представить, это Лилия Гадель, да? Она у нас пресс-секретарь штаба, да? Да. Вот, значит, моя соведущая. Ну, я что хочу сказать. Значит, ну, во-первых, кто организатор этого круглого стола, это общественно-политическое движение, называется «Тюрко-татарская Россия». Ну и штаб татар, естественно. Значит, но почему тюрко-татарская Россия? Вот здесь тоже вопрос задается. Вот. Это не потому, что уклон на татарский народ, а это реверанс в сторону нашей истории, которую мы уже начинаем забывать. Мы должны вспомнить, что на территории вот этой всей огромной России и за ее пределами СНГ находилась Великая Тартария, о чем свидетельствуют европейские карты многочисленные, так вплоть до 19 века. Вот мы, как наследники Великой Тартарии, значит, стремимся сохранить свою историю. И, с другой стороны, мы хотели бы показать значение наших народов формирования сегодняшней России. И оно немаловажное. Вот если даже посмотреть на русский народ, он частично состоит и из нас, из финно-угров, а славян там меньше всего, это я думаю, правильно? Поэтому у нас со славянами никаких отношений не получается, никак не получается. Россия это евразийская страна прежде всего, я считаю. Вот. И мы должны строить свои отношения в рамках этого евразийства. Но с другой стороны говорят, почему вы подчеркиваете, что вы, значит, тюркские народы там и так далее. Зачем это мы подчеркиваем? Ну, в принципе, конечно, все наши пожелания, они совпадают со всеми, с пожеланиями всех народов России. Это сохранение своей культуры, языка, верований своих, сохранения. Но помимо этого, у тюркских народов есть и другие, значит, идеи более укрепления сотрудничества с нашим естественным союзником. Это тюркский мир во главе с Турцией. Почему-то мы все время Россия оттуда отворачивается, хотя преимуществ там очень много. Это вот как бы наши характерные особенности. А во многом, конечно, наши требования, они схожи с требованиями всех народов России. Мы не хотим, чтобы это государство разрушалось, чтобы его разламывали по частям, растаскивали. Так, мы здесь коренные жители, во многих местах мы автохтонный народ. Так, поэтому нам есть за что бороться. Мы создавали это государство. Нас кто-то не назвал государствообразующим, но это, наверное, их ошибка. Понимаете, мы образовали это государство.
вместе со всеми другими народами. Вот, и сегодня нам надо как раз и обсудить, почему мы, образующие это народы, вот эти это государства, нас слабо представлены на телевидении, да? Мы не можем ничего сказать о проблемах наших народов в центральных средствах массовой информации, да? Наши языки государственные запрещают. Вот мы недавно обратились по поводу армянской угрозы, армянского фашизма, который действительно есть характерный факт. И что же нам ответил? Государственная дума ответила, примем к сведению. Совет Федерации ответил, значит, мы пошли, они послали в МИД, значит, для ответа. Понимаете, хотя там есть реальные факты, надо реагировать. Мы здесь везде кричим, нам нужна победа, мы за победу. А что получается? Вот. И вот нас посетил неординарный человек, мой друг Максим Шевченко, который многие годы нас посещает, борется за справедливость в нашей стране. Вот прошу вас, Максим, расскажите о своей партии, о своих целях и задачах и о возможностях вот, усиления роли народов России вообще в нашем общественно-политическом движении там, или вот даже в климате, да, точнее, российских отношений. Спасибо, Гайрабыз, за теплые слова. Ну, даже мне можно, да? На самом деле я не так давно стал лидером партии, Российской партии «Свобода и справедливость». Это абсолютно новая партия, которая возникла на основе бывшей партии спойлера КПСС, которая сдавалась. Но сейчас мы формируем совершенно новое движение, коалиционное движение, в котором в том числе и национальный фактор представительства национальных движений, национальных регионов России планируется достаточно серьезным и внушительным. Ни одна другая партия не обращает внимания на этот вопрос. Моя же позиция всегда была принципиальной, и я и громко заявлял. Когда я был членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, я был единственным, кто проголосовал против включения в Конституцию пункта об особой роли русского народа. Я сам русский человек и не пытаюсь себя изображать никакого другого человека. О своем понимании этничности я скажу чуть позже. И, к сожалению, тогда я представитель Татарстана, пряча лицо в пол, проголосовал за этот пункт. И на самом деле выдающиеся ученые, которых я очень уважаю, академик Тишков, профессор Зорин, профессор Михайлов, которые покойная Леокадия Дробежева. Да, замечательные люди, которые много сделали, я считаю, для изучения и развития межнациональных отношений в России. В чем-то Валерий Александрович тоже самое, может быть, ошибался, как настоящий ученый, в чем-то, но в целом его труды, его работы, его понимание этого, они, на мой взгляд, абсолютно правильны, но даже они вынуждены там, потому что они зависят грантово от политики, а политика, идущая сверху. Я был на этом мероприятии в Йошкар-Оле, сидел от президента там 10 людей, когда был внесен этот идиотский пункт о том, что ущемляется очень сильно русский язык в национальных регионах, и необходимо, значит, факультативно перевести национальные языки, их изучение. Я тогда еще сказал, зачем вы режете курицу, которая несет золотые яйца? Это тяжелой кровью купленная система, сбалансированная на протяжении десятилетий. В схеме межнациональных отношений нет идеальной формулы, ее просто быть не может. И никто, как Валерий Александрович Тишков, многократно об этом говорил в своих интервью и бизнес онлайн. Я очень внимательно, еще раз говорю, с большим уважением отношусь к этим ученым, которые вписаны, будучи вписаны в систему, к сожалению, свои правильные интеллектуальные рассуждения, очевидно, власти не преподносят, так как они преподносят это обществу там, где они не могут поступиться своим именем ученым. Отсюда, мне кажется, что национальная политика внутри нашей страны сильно искажена и сильно подверстана под определенные представления, которые существуют у нескольких людей там, или группы людей, которые взяли на себя миссию строительства новой России. Они, допустим, полагают, что Владимир Владимирович Путин сформулировал, Ленин заложил, говорит, мину под, значит, Россию, да, межнациональные отношения с Советским Союзом. Дескать, если бы сталинский проект автоматизации был бы принят, было бы хорошо.
А вот то, что ленинский проект федерализации, это, мол, мина какая-то. Понятно, что это абсолютно абсурдное высказывание в 21 веке, потому что в ситуации 19-го, 20-го, 22-го года, да, когда Ленин принимал эти решения, когда вся революция проходила под национальными флагами национальных движений, гражданская война в Поволжье, на Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии. Все пылало. Да, когда все пылало, и Украина полыхала вся, украинский, русский фактор, Прибалтика полыхала. Когда молодые народы России, ну, молодые не в силу отношения к истории, а в силу той эпохи, когда разрушалась Российская империя, в которой этничности не было, как политического фактора, вы знаете, была религиозная составляющая. Православный, иноверец, мусульманин, иудей. Все. Никаких других не было. Ну и по языкам называли азербайджанцы закавказские татары, кумыки, нагайцы кавказские татары, значит, вы поволжские татары, есть еще сибирские татары. Это же все идет оттуда. Муджарские татары. Какие-то еще татары есть, очевидно, гагаузов, наверное, тоже как-то называли. Муджарские татары. Муджарские, да, как раз. Ну, в общем, все, как говорится, были татары какие-то, да, там. Никого не интересовало. И в этом смысле, на самом деле, мы же можем, уже осваиваемся и достаточно глубоко понимаем то, что, к сожалению, советская власть не понимала, и что, по мнению, на мой взгляд, выдающегося ученого Сергея Георгиевича Карамурзы, привело к крушению Советского Союза. То, что все утрамбовывалось в исторический материализм и этничности, который Сталин даже придавал особое значение, да, вопрос, национальный вопрос, вопрос о языках, он считал это важнейшим вопросом, не придавалось просто никакое значение. Ну все, вот с 5 марта 1953 года национальная политика прекратилась в какой-то ни было форме, правильной, неправильной. А на самом деле любая политика, она даже если она неправильная сейчас, она потом позволяет, она просто исчезла. Просто союз народов, все хорошо, республики, автономные республики, все национальные квоты, все отлично. Языки тут, языки там. И ни процессы формирования сознания, ни процессы формирования интеллигенции. Советская власть, сама способствуя объективному формированию на базе народов политических субъектов с современной достаточно государственностью, ну, допустим, 15 советских республик или автономные республики в составе, значит, Российской Федерации, Грузии там, или и так далее, все имели органы управления, все имели фактически свои подразделения КГБ, правда? Все имели партийные, ну, подразделения, да, там это не было, наверное, коммунистической партии Каракалпакии, да, в Казахстане. Это, наверное, казахская считалась коммунистической партией. Узбекская. Ну, узбекская, да. Но так или иначе, все равно, да, это же все было. То есть своими руками создавая, помогая развиваться народам, что, наверное, было правильно, то есть системы не давали никакого концептуального обоснования. И к национальности относилось, на что мне очень понравилось в книге Карамурзы «Демонтаж народа», и вообще он обратил на это внимание, что несмотря на то, что способствовали развитию модернизационных процессов, государственность, язык, создание интеллигенции, возникновение в силовых структурах, то есть в армии, допустим, людей, которые, ведь не заставлял же никто Джафара Дудаева записываться русским, да, вот чеченец, генерал, он был полковником на момент распада СССР, имеющий допуск к ядерному оружию, правда? Там или Руслан Аушев, герой Советского Союза, или многие другие люди, да? Поэтому представления об этничности были с 19 века. Чуть ли не примордиалистская концепция, что кровь является основой этничности, и вот, мол, вообще не думали на эту тему. Генетика у нас, значит, продажная девка империализма. Во многом можно сказать, что интерпретация там генетики с точки зрения, что есть народы более высшие, более низшие, это, конечно, продажная девка империализма. Тут и не поспоришь даже, да, что какая-то раса или какой-то народ, допустим, англичане генетически более совершенны, чем зулусы. Это общее место в 19 веке было, на эту тему писали не какие-то маргинальные мыслители. Помню, в детстве меня поразило, у деда моего Макс Нардау там стоял, значит, там я просто читаю вот эту вот про расы высшие, низшие. Дико популярный мыслитель был, между прочим, сам еврей, рубежа 19-20 веков. Нам это кажется диким, но если мы посмотрим советское представление о национальном,
то как бы они занимали позицию, вот лучше об этом не говорить, правда? То есть процессы идут, что-то там рождается, что-то происходит, развивается наука, развивается литература, огромные массы народа, которые раньше были неграмотными, получают доступ к русскому языку, развиваются национальные языки. Советская власть способствует развитию, вместе с развитием археологии и истории, и Института истории Татарстана, Махачкале Институт истории, значит, и так далее, способствует развитию национальной мифологии. А как, а что с этим делать, как происходит, никто ничего не делает. Поэтому и получили, когда грянуло в конце 80-х, были беспомощны как дети. И до сих пор, на мой взгляд, до сих пор политика российского государства, она идет не по линии решения проблемы и создания адекватной современной системы, которая бы соответствовала меняющемуся миру, который меняется вместе с бесценным даром, который у нас существует, человеческим сознанием, индивидуальным и коллективным. А просто вот давайте все упростим. Есть главные русские, это позволяет нам управлять хорошо государством. Почему они главные? Ну, русский язык же главный, да, это же государственный язык. Значит, и русский главный, да. И как бы вот все, есть все остальные, которые вот коренные там народы. Есть еще мигранты какие-то, которые приехали, которые тут как бы должны изучать историю за чем-то России, написанную Карамзиным там и потом пропагандистами советскими. И все, да? То есть это вообще никакой, это не национальная политика. Робкие попытки академика Тишкова или профессора Зорина высвоить какие-то иные концепции, но наталкиваются, что да, это типа все интересно, но вот у нас вот есть простые задачи управления. Есть вот Татарстан, вот все татары должны подчиняться, например, Татарстану, да, там. А башкиры Башкортостану станут. А чеченцы, значит, Чечне, да. А дагестанцы, тут, конечно, сложнее, потому что народу-то там много в Дагестане. И сказать, что все должны подчиняться Дагестану, тут уже логика не работает, потому что, да, вот в какой-то мере. Тем более, что выясняется, там половина лезгин-то, оказывается, живет в Азербайджане, да, там, а как быть, а что делать, ну и так далее. А с армянами вообще непонятно. Я с уважением отношусь к армянскому народу, но в России армян живет больше, чем в Армении этнической. И это армяне уже в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м поколении. Кем их считать? Коренным народом, мигрантами? Государство там находится. А армяне живут в Пятигорске, понимаете, в Ростове, в Краснодаре уже там так давно. Ну, лучше об этом не думать. Вот дайте об этом думать не будем, русские. Тем более, что армяне с удовольствием скажут, мы тоже, говорит, русские. Ставят там Андроник Марселевич Мигранян говорит. Или вот недавно Рита Симоньян, ее муж Киасаян, и, значит, Роман Бабаян поехали в Донецк проводить русский мир. Значит, вот они проводили против, мы не возражаем. Здесь важный момент, который заставляет нас вообще по-другому и по-новому смотреть на проблему международных отношений. Теперь я высказываю свою позицию. Я решительно отрицаю любую концепцию, которая предполагает кровь как носитель какого-либо культурного или национального кода. Мне кажется, что подобная концепция абсолютно неприемлема. Она исходит из того момента, когда в жизни людей, в науке не было ни психологии, ни еще не написали свои работы ни Фрейд, ни Юнг, ни все остальные. Еще никто не понимал, что такое архетипы. И, в общем, все полагали там в 60-е годы, там, приезжая как генерал фон Зас, истребляя адыгов, их отрезал им головы, выпаривал черепа. Когда его офицеры спрашивали, что вы делаете, господин генерал, он говорит, это интересный антропологический материал, посылаю в Берлин своим друзьям, интересная форма черепов. Это говорил русский генерал 60-х годов 19 века. Такое было, также себя вели французы в Алжире, также вели себя англичане в Индии. Так они, вот я был в Берлине года 3 назад на конференции на одной, и там все говорят, вот как там, что, выступает парень, приехавший из Намибии. Говорит, здесь, говорит, в музее антропологии лежит высушенная голова моего деда, которую немцы после подавления восстания отрезали и привезли сюда как интересный материал. Поэтому прежде чем мы будем с вами, говорит, разговаривать, дорогие немцы, о реальных взаимоотношениях, нельзя ли, как говорится, я похороню останки, ну там не деда, прадеда какого-то, да, потому что он был важным каким-то. Раз так, никому это в голову не приходит. А у нас национальная политика, а какого хрена вы голову Хаджи Мурата храните в Кунсткамере, правда? Да. Или там кожа Джаламы,
тоже в Кунсткамере есть такой экспонат, это, значит, один из вождей, значит, антикитайского восстания, кыргызского, если память есть. Да, Западной Монголии. Я полагаю, что этничность существует в голове человека. И это, мне кажется, в 21 веке мы заслуживаем такого уважения к человеку. Я лично полагаю, что по крови я наследую моему отцу и матери, которые прожили достойную жизнь, моим дедушкам и бабушкам и так далее, и так далее, и так далее. Мой прадед, например, Петр Кузьмич Намаконов, левый эсер, был гуранов. Гураны произошли от ивенков и ссыльных поляков и русских на юге Читинской области. Намаконов — это знаменитая ивенкийская фамилия. Лучший снайпер Великой Отечественной войны был Намаконов. Знает, убил там наш какой-то дальний родственник. У меня что, ивенк, что ли? Мне говорят, во время Донецкой войны, когда я занял позицию, не что это я противник русского мира с самого начала этой концепции, я эту концепцию считаю крайне вредной, в том числе для Российской Федерации. Ну, я сказал, вот народ восстал, я за народное восстание против олигархии украинской. Значит, мне пишут там с Украины в социальных сетях: ты должен поменять фамилию, ты позоришь фамилию, ты украинец. Говорю, с какого хрена, говорю, я украинец, когда я родился в Москве, мой отец родился в Москве, я всю жизнь жил в Москве, я говорил на русском, второй язык у меня немецкий, которым я свободно владею, что мой дед профессор Гумбольдта университета Берлинского, я закончил немецкую спецшколу. Я с таким же успехом могу быть, наверное, немцем, если вы по языку судите, или по фамилии. А дед у меня, мама у меня белорусская, Юськович Флёр Васильевна, значит, из деревни Щербов Каменецкого района Брестской области, дед мой, он оттуда родом. Да? Ну, видите, рядом, вот, а там Юськович, западно-белорусская фамилия, Василий Фомич, значит, Юськович. Таким же успехом, наверное, мог быть Томашев, потому что, значит, нет, его отец, дед пишет в дневниках, пришел веселый солдат Томаш, так как это было еще в то время, когда не было православизации, были греко-католики, то там, очевидно, вообще он был поляком, мой прадед, если он Томаш пришел и женился на белорусской девушке моей прабабки. Поэтому я-то точно знаю, что вот как у меня в голове, как я считаю себя русским человеком, у меня тут нет вопросов, нет сомнений с этим совсем. И это совпадает с основным мейнстримом, лучшим, который был в русской культуре, который сформулировал Достоевский в пушкинской речи знаменитой. Говорит, русский человек явит себя таким через 200 лет, каким был Пушкин. Ну вот представим себе Пушкина, маленький, с темной кожей, кучерявый, длинный нос, губы отвисают. Его скинхеды забили бы просто битами на улице в 90-е, помните? И не объяснил бы он им, что он придумал русский язык, что он придумал, перевел европейскую культуру на русский язык. Что, да, а он еще по-французски, он до 16 лет по-русски не говорил практически. Пушкин говорил только на французском, ему это проще было. Поэтому еще он и по-русски не говорил, вы что сказали, мигрант приехал, вали отсюда. Поэтому я при этом дал себе труд очень много прочитать разных книг об этническом самосознании. Я, так как недаром партию назвали по моему предложению партией свободы и справедливости. Высшим достоянием человека, даром, который человек получил, я считаю свободу. Внутренне. Вот для человека считать себя русским, татарином, евреем, армянином, азербайджанцем – это формат свободы, важнейший формат свободы. И ущемлять человека в этом вопросе, я считаю, и мы считаем, все абсолютно несправедливо. Человек должен иметь право организовывать, учить своих детей тому, что вы татары, ваши дети татары. Если я русский, я могу учить русское. А вдруг мне мой сын скажет: пап, знаешь, а я вот почувствовал себя больше там, не знаю, перуанцем, например. Я ему могу тома книг принести, понимаете, что ты русский и так далее. Он скажет: да, я чувствую себя кечуа, вот мне нравится кечуа. Мы живем в таком мире, когда уже никакой государь нам не скажет на самом деле, ты русский или ты татарин. Или ты не можешь быть татарином, должен быть русским. Или ты не можешь быть сибирским татарином, вы все татары одно целое, вы все одни татары, а это все разделение. Или ты не можешь быть татарином, ты должен быть крещеным. Ну я не знаю, я просто уверен, что да, мы все сейчас послушаем, но мы же никого не боимся. Мы сделаем по-своему. Вот как кто как хочет, тот так и будет себя считать. И нам этого формата уже не избежать. Поэтому защита человеческой свободы, я считаю, одним из важнейших элементов и целей политической борьбы. Мы должны создать такую политическую систему, при которой люди чувствовали бы себя свободными.
И максимальное вот это воплощение внутренней и личностной и коллективной свободы, люди имеют право объединяться и ощущать себя чем-то общим. Я сейчас несколько специально упрощаю то, как формируется этничность. А она не формируется так же, как клуб по интересам. Понятно, что каким образом человек получает первый ответ на вопрос «кто ты?». Когда ты маленький ребенок, 4 лет, подходишь к маме, спрашиваешь: «Мама, кто я?». Мама говорит: «Ты татарин, допустим». И ты на всю жизнь это запоминаешь. Тебе сказал это или папа. Самый главный, самый важный человек. Еще бабушка подтвердила, дедушка подтвердил, и так далее, и так далее, и так далее. Нашим детям и нашим внукам сейчас тяжелее, чем нам в советское время, когда это не имело большого значения, на самом деле, вот, для моего возраста. Ну, я маленький спросил, кто я. Он говорит: «Ну, ты русский». Ну, русский, хорошо, там. А мой друг там в школе Миша Хамир был евреем, мне было все равно. Еврей, я только уже в 80-е годы понял, что какая-то есть проблема с евреями связана, что есть Израиль, куда надо там уезжать и так далее, и евреям, и тому подобные вещи. Мы считаем, мы уверены просто в этом, что все люди, которые ощущают, важнейшее слово «ощущать», себя принадлежащими к какому-либо народу, все люди, которые ощущают свою связь с историей, которой, конечно же, любая история является мифологией. Вот любая, кто бы что ни говорил. Даже самая объективная, самая суперская история. Самая история там, и то, что Борис Александрович Рыбаков писал про славян, это мифология. И то, что академик Янин написал про берестяные грамоты в Новгороде, наверное, тут есть историки, это тоже мифология. Вот любая, мы ничего не знаем. Мы только примерно представляем, как жили и что чувствовали, что думали люди. Там, даже вот начало 20 века мы до конца не знаем. Я читаю дневники моего деда, записки 30-х годов, да, когда он был арестован, прошел пыточное следствие в Ульяновске тоже. Там. Но я не могу понять до конца вот выбор этого решения. Как вот мне любил Гейдар Джемаль, мой учитель и мой друг, который ушел от нас, будет милостив к нему Всевышний, пускай в день суда. Гейдар, отчим Гейдара был Теймураз Амилахвари, который был достойнейший человек. Амилахвари, кто знает, в Грузии это княжеская фамилия, почти царская фамилия, да, она третья идет там, значит, вот там Багратиони, Гнаташвили, там Амилахвари, в общем. И всех родственников Теймураза расстреляли просто по мужской линии, только женщины оставались. Он сам прошел кавалеристом от Халкингула до Берлина, ранен был 17 раз, дружил с Василием Сталиным. Когда умер Иосиф Виссарионович, сел за Василия Сталина, ну, как грузин, за друга сел, там пошел, потому что они уже начали как бы убивать, значит, Васю, значит, прессовать его Хрущев начал. Отсидел, вышел, достойный человек. И Гейдар его спрашивал, уже там в 70-е годы, когда он встретился с его мамой Ириной Леонидовной, Теймураз был директор Тбилисского ипподрома. Князь говорит: «Теймураз, как, почему ты им служил? Вот, они же убили всех твоих, имею в виду большевиков». Теймураз сказал: «Ты молодой, ты не поймешь все равно, так надо было». Вот философия людей, я знаю других таких. Мой дед тоже. Говорю: «Деда, почему ты вступил в партию в 42 году после того, что с тобой в 38 году делали?» Ну, так надо было, потому что вы не поймете, говорит, вы легкомысленные. Другая эпоха. Мы не можем понять 20 век. Можем ли мы понять 16 век или 15 век? Мы примеряем свою современную матрицу на мотивы и поведение тех людей, которые не имели электричества, света, которые на самом деле жили под угрозой голода постоянно, надо понимать, для которых война была источником жизни. Мы не живем в таком мире. Для нас война является бедой. В каком-нибудь 13-14 веке без войны у тебя кончалось продовольствие, у тебя кончались там многие вещи. Люди жили, болели. Даже, я извиняюсь, в 42 году были антибиотики придуманы. Да? С этого момента дети перестали умирать от коклюша. Детская смертность до 42 года была то, что сейчас для наших детей кажется просто легким простудой. В 20-е годы 20 века было смертью. Могло 50 на 50 было, а то и раньше. Вот рана Пушкина, она бы сейчас просто легко была бы увеличена фельдшером. Он умер от сепсиса фактически. То есть не было просто хлоргексидин залили бы, да, и он жил бы, Александр Сергеевич, дальше как бы, значит, там это самое, проблем бы не было. Поэтому мы не можем понять, как жил тот мир. Но поэтому мы создаем представление об этом. Это представление для нас
современных, живущих здесь сейчас, имеет огромное значение. Оно подпитывает нашу личностный выбор. Что такое этничность, как я понимаю? Может, я не прав, дорогие друзья, и вы со мной будете спорить на эту тему. Я полагаю, что человек рождается и умирает. Я в Бога верую, но я точно не знаю, как там будет. Может, я буду куском гниющего мяса, медленно исчезающим, а может быть, там что-то будет другое. Это вопрос веры. Знания об этом нету ни у кого на земле. И не может быть такого знания. Нам говорят, пророк знает, и Иисус знает. И это потому они и считаются такие люди, что они вот знают то, чего не знает никто другой. Но как мне вот жить, просто представим, что я просто знал бы, что я как животное так вот здесь родился, здесь умер, и просто тогда чем дополняется мой смысл? Значит, вот существо другого пола, продолжение рода, но мы не животные, Бог нас наделил, или как-то в ходе эволюции возникла рефлексия, возникла тонкая нервная система, психология возникла, внутреннее самоощущение личности. Просто для человека невыносимо ощущать себя абсолютно одиноким. На мой взгляд, отсюда возникает понимание соотнесения себя с чем-то большим, чем ты, чем твоя жизнь. Просто знать, что ты пришел из тьмы и уйдешь во тьму, это для человека просто невыносимая мысль. Не для одного человека. Отсюда возникает нечто, что соотносится, как говорят психологи и философы, твое личное время, которое ты можешь измерить, время твоей жизни, с чем-то большим, относительно чего твоя жизнь имеет смысл. Это может быть этничность, это может быть религия, это может быть какая-то политическая история государственности. Это то, что является частью сознания человека. Поэтому это бесценно. И этим мы видим точно можно манипулировать. Историю можно писать так, как угодно властителям или тем, кто следит за управлением людьми. Человека можно управлять человеческим страхом, человеческой надеждой, представлением об истории, представлением о будущем, управляя прошлым и будущим, управляя историей и управляя стратегией, ты управляешь сейчас здесь людьми. Моя задача сделать так, чтобы люди сами управляли своими жизнями. Поэтому защита этничности, защита национального самосознания для меня является важнейшим фактором защиты свободы человека. Так же, как защита социальных прав, так же, как защита прав гражданских, права на свободу совести, свободу слова, свободу высказывания, свободу передвижения, свободу работы, достойную работу и так далее. Я не скрываю, что я социалист по своим взглядам. Не уверен, что я коммунист, я не знаю точно, что это такое, и, к сожалению, это, хотя я знавал в жизни людей, которые были коммунистами, это были достойнейшие, порядочнейшие и честнейшие люди на земле. В основном они были из того старшего поколения, когда, допустим, не важно. Когда человек был на самом верху, а уходя на пенсию, ему говорят, приватизируйте госдачу, да, там, допустим, значит, в этом самом, вот как в Шереметьево ехать, слева там были дачи Госплана. Говорит, как я могу? Нет, конечно, я коммунист, я вот на свою пенсию куплю сам себе. Человек покупал где-то за 40 километров от Москвы, хотя сейчас там эти дачи стоят там 30 миллионов долларов, понимаете. И, в общем, у каждого человека своя судьба, свой путь и своя этика, и в конце концов, каждый живем-то мы вместе, каждый умирает в одиночку. Поэтому для меня защита прав народов России, народов не только России, но и любых народов, быть самими собой, это важнейший формат моей политической позиции, мировоззренческой позиции. Есть вопрос, касающийся субъектов. Должны ли люди в России, народы, иметь свои национальные субъекты? Я исхожу из такого принципа, что если так исторический процесс сложился, то не надо ломать то, что гармонично существует. На мой взгляд, федеративный договор, который в России должен был быть заключен, и был заключен Ментимер Шариповичем в свое время, да, подписан. К сожалению, Джохар вот не сумел заключить, хотя тоже очень хотел, но, значит, чеченцам не выдали такой карт-бланш. Их окунули в кровавую баню такую. Хотя такая судьба могла ждать и Казань, между прочим. Это мы
прекрасно понимают. Что они просто выверили и поняли, что тут, как говорится, они не обойдутся, так как в Чечне. Одной казани. Да. Поэтому я за сохранение того статус-кво, который существует. Я считаю, что Россия должна быть федерацией. Я считаю, что национальные субъекты, почему они были Лениным все время сон, Путин этого не понимает и понять, наверное, не может. Ему кажется, что все всегда были одинаковые, что татары, допустим, конца 19 начала 20 века, это вот как вы, как современные татары. Да? Мы прекрасно знаем, что это было не так, что большинство народа было неграмотно, да? Неграмотно в нашем современном понимании. Наверняка люди знали Коран наизусть. Точно уж каждый, наверное, мужчина знал там Фатиху и Ясин, да, там мог прочитать, если, в общем, как-то еще. Но в основном, конечно, это было сельское население по преимуществу, хотя бы и просветители, и джадидизм. Я много чего про это тоже мы знаем. Но, конечно, современный татарский народ Татарстана, татары, башкиры, это люди, которые все советское время имели доступ к среднему, высшему образованию. Великолепно владеете русским языком, как не владели ваши прадеды, я так думаю, по преимуществу, да, которые жили тогда на момент революции. И об этом поднимали речь, в том числе люди, которые были просветителями и национальными лидерами тюркского мира, говорили, что изучение русского тоже крайне важно. Он дает доступ, да, он дает доступ к современной науке, к современной культуре. Я думаю, что просто современная ситуация, попытка уничтожить федеративные субъекты, которые существуют не в силу того, что кто-то хочет помочь русскому народу. Русскому народу помочь уже невозможно, он практически вымер. Я могу сказать, в отличие от татарского народа, если вы выезжаете из Татарстана и проезжаете по Нижегородской области, едете в Москву через Владимирскую область, вы видите опустевшие, разоренные земли, которые вот после первого 1237 года, уже там по летописям несколько лет прошло, города опять стали жить, а это уже никогда не поднимется. Население согнано в города, люмпинизировано, даже Песков признал, рождаемость русского народа падает, 660 тысяч убыль населения демографическое в России за 2020 год. Кстати, статистика извращается. По ковиду есть статистика Роспотребнадзора, 85 тысяч умерло, и Росстата 362 тысячи. Вот такое вот различие в цифрах, понимаете? Мы ничего не знаем, что происходит. Мы видим, что сильные кланы, сильные господа, которые захватили землю, себя создают как новую наследственную аристократию, которая по наследству передает владение своим детям, внукам, потомкам землей, водой, лесами, активами производственными, промышленными, финансами и так далее. А нам всем позволено жить. Но что с нами делать, они до конца не понимают. Потому что если бы мы были в каком-нибудь 16 веке, с каждого из нас ясак получаешь, да, там с белки по белке с дыма, например. И вот из этого как бы богатство состоит. А сейчас мы зачем нужны? Газ построил, газопровод туда-сюда погнал, продал в Европу, деньги получил, распределил, перевел туда. Мы только не какая-то социальная нагрузка. Нам надо платить там по 10 тысяч беременным, по 5 тысяч, значит, там пенсионерам. Ну, то есть эти бабки, которые на них лучше Ламборджини купить и Мазерати, понимаете себе. Всемир вообще обузой стали. Вообще, да, народ стал обузой. Народ стал обузой. Они не стесняются говорить, давайте сгоним их всех в города. Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме, говорит об агломерациях. Несколько агломераций. Северная, Южная, Поволжская. Поволжская Казань соединяем с Саратовым и Самарой. Одна агломерация. Южная Краснодар, Ростов. Одна агломерация. Москва, 45 миллионов. Сергей Семенович нас, как говорится, радует. Это. А еще агломерации. Северная наша агломерация, Питер. Наша Уральская, Сибирская. Все должно вымереть. Сельское население, маленькие города. Земли везде приобретаются в частную собственность. У меня вот жена происходит ее мама из города Юрьевец, где родился Андрей Тарковский, Ивановской области. Великолепно древний русский город. Мы недавно ездили туда, просто все мертвое. Поля заросли бурьяном, колхозов, совхозов нет, но на этих полях, заросшим бурьяном, уже появились табличками. Частные владения, охотхозяйство, заходить запрещено. Прямо как капитанская, знаете, какая-то это самая, как там, где там это, не бойтесь, Маша, я Дубровский, как это. Дубровский, да. Как в Дубровском, правда? Абсолютно то же самое. Эти господа, как правило, с офшорными паспортами,
страна превратилась в личное владение, как правило, людей еще иностранных. Если даже в Русале из 12 членов Совета директоров 9 это иностранные граждане, только 3 российские, понимаете? О чем мы говорим, о какой национальной политике? Отсюда мы делаем вывод, что социальные вопросы, вопросы политические, вопросы управления, вопросы национальные связаны. Невозможно решить национальный вопрос, то есть вопрос свободы, да, для нас, для всех. Быть татарами, быть русскими, быть там, не знаю, нагайцами. Как хотите, теми и будьте, ради Бога. Каждому Господь дал свою. Бесполезно говорить, вот там в русских много финно-угорской крови или славянской крови. Это бессмысленно, потому что нет никакой крови ни финно-угорской, ни славянской. Есть фенотипические черты, но тогда Пушкина выкинем, Лермонтов у нас шотландец, понимаете, там. Мои предки родом с Украины, с Белоруссии и из Сибири. Мне тут вообще что тоже не жить, что ли? Понимаете, там и так далее. Ну, абсурд какой-то. Надо жить так, как вот мы сейчас живем, не превращать эту нашу прекрасную землю в ад, мне кажется. Поэтому национальная политика связана с социальной справедливостью, связана с демократическими институтами. Невозможно реализовать все вопросы национальной свободы, связанные с языками, если мы не вернем себе власть над муниципалитетами, если не будут свободные выборы в городские, региональные советы, если не будет представительства в Государственной Думе. Ну, приведу пример. Я знаю многих депутатов от Татарстана в Государственной Думе. Это достойные люди, которые в основном идут от фракции «Единая Россия». И даже понимая и слыша то, что говорит Минтимер Шарифович, выступая, значит, на Госсовете, да, а он говорит горькие слова. И я читаю, понимая то, что пишут в Татарстане, говорят в Татарстане, да, понимая, за что, как может борется президент, там, значит, Миниханов, да, и так далее. Они все равно голосуют, как им прикажет фракция «Единая Россия». Как с языками у нас было. Да, абсолютно тоже. Вот Гильмутдинов, я имел в виду, вот он вот так вот и голосовал. Из 10 наших представителей, там один представитель только против. Вот об этом... Никто не был против, поверьте. Вот, но в частных беседах все говорили, это закон преступный. Это просто кошмар какой-то. Но как, значит, это вот надо Поклонская одна, понимаете, с Украины приехавшая, это, значит, девочка, которая сказала, я ее спрашиваю, Наташа, говорю, а что это вы проголосовали против пенсионной реформы? А я, говорю, вспомнила глаза тети Гали, которая там у нас под Евпаторией, значит, с детства дружила. И вот я подумал, как я вот так вот буду голосовать. Мне ее стыдно стало. Ну, молодец, отлично, понимаете. Значит, да, а точно так же и с этим, с конституционным этим голосованием. Нельзя было за него голосовать? За особую роль. Что такое? Государство, образующий народ. Им кажется, что они сами себя обманули и нас всех обманули. Мол, мы не указали, что это русский, государство-образующий народ. Но я говорю правильно, потому что это бюрократия. Наше государство образуется бюрократией, поэтому государство-образующий народ это бюрократия. По Шафаревичу малый народ это и есть как бы социальная группа, которая ощущает себя иной по отношению к большинству. Поэтому вы в принципе все правильно написали, что вот ваша номенклатура единоросская, ЛДПРовская, КПРФовская, 4 партий, сидящие в Думе, которые кормятся там, да, из бюджета вы есть тот самый народ, который образует государство. А мы тут все просто постоять вышли, и мы должны вымирать. Мы этого, конечно, не хотим. Мы партия оппозиционная, принципиально, как вы уже поняли по моему выступлению. Мы будем выступать за восстановление разрушенных демократических принципов управления. Мы считаем, что если местное самоуправление, региональные выборы, если выборы будут открытыми, то наши народы между собой ссориться не будут. Мы должны поставить гражданские права, тут моя позиция принципиально, выше этнических национальных прав. То есть гражданство, страна должна быть федерацией, которая подписывает соглашение. И если мы подписываем это соглашение, этот договор, что мы граждане единой страны, единой федерации, то дальше, я считаю, каждый может быть вот, развивать нагайскую культуру, татарскую культуру, русскую культуру, может вообще не развивать никакой культуры. Я, например, никогда в жизни никакую культуру русскую не развивал. Честно скажем, но я русский человек, знаю прекрасно русскую литературу, написал массу работ, там, о статей о Достоевском, Толстом, Чехове. И никогда, как, там, не знаю, вышивайку на себя не одевал. Балалайку в руках не держал. Но я при этом русский почему-то, понимаете? Мне так кажется. Дедушка мой, который владел белорусским свободно, польским, немецким, английским, эсперанто свободно владел, русским, естественно, великолепно.
еще там пару языков, по-моему, итальянским владел. Единственное, что у него белорусское было, это то, что ему из деревни его племянница, выжившая после войны и сожжения деревни, сало присылала каждый, значит, и колбасу такую белорусскую, вот такую круглую, да, такую, значит, там с этим стмином, очень вкусную, да. Вот и все. Поэтому каждый, не надо никого заставлять, мне кажется. Мне кажется, что процесс, надо защищать то, что нам дорого, надо защищать то, что имеет для нас объективную ценность. Я полагаю, что и лично, и коллективно, ощущая себя частью народа, мы реализуем свою свободу. Реализация свободы является политической задачей нашего государства, которое получило в наследство вот это вот все это пространство бывшей империи Чингисхана, да? Значит, ордынское пространство. Не надо никому ничего доказывать. Какая разница, на европейских картах мы были обозначены как Великая Тартария. Да плевать мне на эти европейские карты. А на китайских картах мы тоже как-то были обозначены по-другому. Да какая разница, как мы кем-то там были обозначены. Мы, как известно, историю тюрок лучше всего китайцы описали. Китайцы внимательно изучали своих врагов смертельных и постоянно все это описывали. А европейцы про это вообще ничего не знали. Еще говорят, что Ибн Фадлан, татары, значит, арабы тоже что-то там описали, да? Ну, наверное, я не знаю. Это было слишком поздно найдено, и, может быть, так и было. Ну вот, мы сомневаемся в слове о полку, Игорь, совершенно справедливо. Есть позиция историков, что Мусин Пушкин, он же сам упоминал в переписке, что я, говорит, написал, что нашел нечто, что напоминает Осиана. Как известно, Осиан был шотландский поэт, который имитировал кельтские легенды V века. Он их просто написал, Осиан, и долго считал, что это он нашел реальные кельтские сказания. А потом он признался, что нет, это, помните, вот у Мандельштама, я не читал рассказов Осиана, не пробовал старинную вина, зачем же мне мерещится в полях? В Шотландии кровавая луна, да? Я ничего не знаю, но если люди в это верят, в современном мире, то значит, они имеют на это право. Мы должны запрещать людям верить во что-то плохое. Вот этому казанскому несчастному мальчику, убийце, верить в то, что он Бог, да, и что он может убивать других людей, это надо запрещать. А верить в то, что ты русский, в то, что ты татарин, в то, что ты еврей, в то, что ты армянин, ничего плохого я в этом не вижу. Только при этом мы должны еще говорить, что давайте вот это наш общий дом, в нашем общем доме мы должны пользоваться общими правами, общими свободами. Никто не должен иметь больше прав и свобод, исходя из того, что ты назвался, ты считаешь себя татарином, или ты считаешь себя русским, или ты считаешь себя там и еще кем. Никто не должен иметь больше прав и свобод, исходя из того количества денег, которые человек тем или иным способом заработал. Человек не имеет права покупать себе суды, МВД там, и так далее. Поэтому борьба за реальное народное самоуправление, за реальную демократию является также и борьбой за национальное самосознание, за свободу нации. Невозможен никакой тюркский мир, невозможен никакой славянский мир, вообще невозможен никакой мир, на мой взгляд. Башкирский просветитель, да, там, который там историю тюрок, он там на картине его лицо. Или это Дамир Исхаков? Нет, это художник. А, художник? Да, на Валити похож. Ну, и на Дамира Ага тоже похож. Понимаете? Поэтому сейчас я заканчиваю. Вера, я извиняюсь, может, я долго говорю, поэтому, еще раз, свобода и политические форматы. Вот тут второе слово справедливость, почему назвал. У нас, мы все понимаем, что это такое. Что такое справедливо, что такое. Там, где не понимаем, мы можем сесть и рассудить. Я верю в то, что в 21 веке разумные, образованные люди, и этот дар мы получили благодаря огромной кровавой жертве, принесенной в 20 веке, насильственной социальной модернизации, которая была проведена, которая унесла жизни многих, но даровала и возможности огромные для всех. Я не из дворян происхожу, все мои предки были крестьянами либо казаками, понимаете? Поэтому, как говорится, я всем обязан советской власти. Я бы не появился на свет, если бы мой дед из Западной Беларуси не встретил мою бабку Гуранку во время гражданской войны, не занесла его жизнь на Дальний Восток. Меня бы просто не было. Это невозможно было в царской России. Мой дед просто крепостной Потоцких не уехал бы из своей деревни, так бы там 3 года
церковно-приходскую школу, наверное, закончил бы, и в 40 лет бы, там, 45 умер бы, наверное, от какой-нибудь болезни, я так думаю. Но это было не так все. Поэтому мы должны хранить то, что нам досталось оттуда, понимать ценность национального самосознания, которое нам помогла сформировать советская власть жестокими методами. Ну, меня тоже секли, когда я не хотел учиться. Не расстреливали, конечно, как многих там. Но, в общем, у государства свои методы, как говорится, жестокости. Это нельзя оправдать. Не бывает худа без добра. Это нельзя оправдать. Это, сразу скажу, это нельзя оправдать. Но можно понять с точки зрения и исторического диалектики истории. А мы должны это хранить, мы должны это сохранять, и мы должны стремиться к созданию современного демократического общества, в котором граждане, наделенные правами и свободами, между собой подпишут общественный договор. В этом общественном договоре должно быть гарантировано человеку право на изучение, быть тем, кем он хочет быть. И что касается вот изучения языков, например. Я считаю, это бесценная роль субъектов национальных, которые надо сохранять как сокровищницу, просто доставшую нам от 20 века. Я считаю, что в национальных субъектах должны быть на государственном уровне, за счет государственного финансирования, изучение национальных языков. Все аргументы, вот русские хуже знают русский от того, что изучают татарский. Я говорил, слушайте, во-первых, ни один русский, я просто не знаю примеров, чтобы русский мальчик, изучая татарский, стал татарин. Я просто не знаю. Если, конечно, у него мама не татарка, допустим. Да? Наоборот, у него возможности увеличиваются. Да. И я не знаю ни одного примера. Я знаю массу примеров, когда, не изучая татарский, по-русски пишут так, что даже двойку не поставишь, понимаете, за этот русский язык. Потом я изучал немецкий со 2 класса, я же не стал немцем, правда? Хотя ich kann Deutsch auch sein. Да, и ich habe keine Probleme. Да, давайте к вопросам. Поэтому, друзья, наша партия, мы взаимодействуем с Иваном Ивановичем Шамаевым, со многими представителями тюркской интеллигенции в разных, там Руслан Айсин, мой друг просто, что Руслан был ученик Гейдара Джемаля, и Руслан мне как брат. Я не знаю, многие из вас, может, критически относятся к Руслану, но Руслан это мой брат, хочу вам сказать сразу. И это для меня принципиальный вопрос. Как Архан, Джемаль, погибший, которого вот упоминал Гаяр, тоже мне был самым близким моим другом. Он тоже нам брат. Я считаю, что человеческие отношения в будущем будут гораздо важнее всего того, что мы прочитаем в книгах, и всего того, что мы там себе придумаем. По большому счету, порядочность, дружба, любовь, верность и храбрость останутся независимо от того, русский ты, татарин, еврей или азербайджанец. Нельзя стучать, нельзя крысятничать, нельзя бежать в дом и все. Спасибо. Спасибо большое, Максим. Да, я вот как раз хотел сказать чуть-чуть это самое вот, насчет Великой Тартарии. Просто у нас есть такой писатель был, Мурат Таджи. Вот его лозунг, мы тоже его внедряем в массы, это единый народ единой страны. Понимаете? Мы ведь за то, чтобы история наша, она была бы без искажений, понимаете? Мы же не должны учить историю с Киевской Руси, правильно? У нас же она гораздо шире и гораздо объемнее. И мы в конце концов, вот изучая настоящую историю, поймем, что мы все братья на этой земле. Вот в чем дело. Что я хотел. А так мы этого не понимаем? Нет, я этого не понимаю. Так, а теперь вот, значит, вопросы. Вот, ну, у меня сразу возник вопрос, это самое. А на внешнему, вот помните песню, значит, «Сережка с малой Гроной»? И помнит мир спасенный, да, Сережку с малой... А сейчас мир спасенный почему-то уже не помнит. А Сережки ломают памятники, могилы, издеваются над могилами. Вот что мы должны делать во внешнем мире? Как вы вот считаете? Внешняя политика России. Для этого, во-первых, мы должны определять внешнюю политику, да, а не несколько корпораций, которые действуют в своих интересах и торгуют нами направо и налево. Выгоден нам Северный поток-2, я понять не имею. Я вот депутат во Владимирской области, где большинство сел и городов не газифицированы. Понимаете? В Сибири я часто езжу, Красноярск, Новосибирск, Кемерово и Иркутск в угольной просто пыли задыхаются каждую зиму для того, чтобы миллиардер Мельниченко себе 4-ю яхту построил, живя где-нибудь в Новой Зеландии. Никакой газификации там нету. А в Китай мы тянем силу Сибири, как говорится, понимаете? Поэтому что там говорить? Поэтому
внешняя политика, вот ты говоришь, надо ориентироваться на Турцию. Кстати, я учусь многому у великого турецкого народа, в частности, вот очень интересному пониманию национального, да, гражданского государства. Я очень хорошо знаю то, о чем я сейчас скажу. Таyyip Раджеп Эрдоган по отцу и по матери грузин, Лас. Его предки по материнской, по отцовской линии происходят из села Хуло, он аджарец. Да, в 29 году, согласно Карскому договору, который Сталин соблюдал, они, мусульмане-грузине, могли переехать в Турцию, а оттуда, значит, христиане могли переехать на территорию Советского Союза. Вот, поэтому, при всем при этом, Эрдоган говорит себе, я турок. И мы видим результаты. Результаты страны, в которой работает демократия, в которой есть свобода прессы, в которой есть разные точки зрения, в которой хочешь ты либерал, иди по Истегляль гуляй, да? Если ты верующий, вот хочешь, чтобы твоя жена в хиджабе, вот живи на Эминаню, там, да, там и так далее. Все есть. Я очень хорошо знаю Турцию, я обожаю эту страну. Я беру машину, езжу в Бурсу или в Конью, по Анадолу там и так далее. Мне кажется, что мы можем многому поучиться. Является ли Турция для нас стратегическим партнером? Ну, для меня безусловно, потому что любая суверенная страна, которая выстраивает свой национальный суверенитет, причем выстраивает без ущемления других народов, а мы знаем, что после прихода власти Ак-партии, партии развития и справедливости, язык получили курды, при кемалистах, прямо скажем, всех записывали только в турку. Ничего хорошего из этого не вышло. В Аттакии появился арабский язык, там живут арабы. Да, появились проблемы с радикалами, но на самом деле многие проблемы были тоже решены. Появились газеты, появились школы. У меня вот товарищи из Дагестана в Стамбул с семьей, значит, переехал жить, там у него работа и так далее. К нему приходит, значит, там через 2 недели, говорит, почему у тебя дети в школу не уходят? Он говорит, ну они турецкого не знают. А мы, говорит, за счет государства представим человека, который по-русски говорит и будет им помогать адаптироваться в школе. У нас, говорит, нельзя, чтобы дети в школу не ходили. Ты что такое? И у него все детишки ходят в школу, эти кемалистские синие галстуки или какие-то фиолетовые, по-моему, одевают их и так далее. Государства, слушайте, такие государства все. Я во Франции езжу на машине, там вот, приезжаю в какой-нибудь маленький городок между Сент-Этьеном, Лиможем, Лионом, леса, там 350 человек живет. Мэр меня угощает там. Колбаса, там, сыр, вино, говорю, к вам сюда доехать-то трудно, за счет чего вы живете? А мы, говорит, 3 дотации получаем. Дотацию региональную, дотацию государственную и дотацию Европейского Союза. У меня это вот бутылка вина, которую вы там за 12 евро покупаете, очень хороший, сразу скажу, и он мне по себестоимости 70 центов обходится в итоге. То есть в Европе не стягивают народ в города, а ведь могли бы, но в Париже живет 2 миллиона человек. В основном Париж пополняется за счет арабов, которые приезжают, за счет мигрантов. Сознательная политика, чтобы людям комфортно было жить в природе, в маленьких городах, которые сохраняют исконную душу народа. Здесь у нас все выметено просто. Вот в Татарстане, спасибо Минтель Шарифовичу, сохраняется, да, татарские села, многие. Это важно для сознания людей, для сознания народа. Для русского народа это катастрофа. Вот я ехал в Белоруссию летом на родину моего деда. Смоленскую область проезжаешь, пустыня, вообще ничего. Только вдоль дорог. В Белоруссию въезжаешь, вот плохой Лукашенко, неправильный Лукашенко, социальная политика. В деревне Щербово Каменецкого района Брестской области. У них землю можно брать до 2 гектаров, по-моему, в аренду на 99 лет. Технику для обработки в лизинг можно брать там по каким-то там и так далее. Ипотека. Моя, значит, племянница моего деда, внучат, они там меня нашли, пригласили в Бресте от завода. Значит, они получили 4-комнатную квартиру, так у них 3 детей. За 3-го ребенка можно погашать ипотеку за счет материнского капитала. Да и ипотека это, да, держите женщины, 1,5%, понимаете? 1,5%. Вот государство, заботящееся о сохранении народа, о сбережении народа. Не будет люди плодиться в городах. Города это постоянный стресс. Города, они нас сгоняют, чтобы социальные сети, торговые центры, микрокредиты, кредитование, вот это все, людей как бы постоянно держало как рабов, новых таких рабов. А там у них у всех вот охот хозяйства. Вот в Тверской области я был недавно, в Бежецком районе, там
огромные, значит, такие леса, значит, там какие-то московские бонзы, имеют охотничье хозяйство. Когда приезжают пьяные генералы, им сгоняют кабанов, и они их с автомата расстреливают, значит, с вышек этих кабанов. Развлекаются. Так и должно быть, по их мнению. Но мы так не хотим. Мы так не хотим. Я уверен, что движение пойдет обратно. Как это делал Евгений Степанович Савченко в Белгородской области, например. У него была программа реагломерации. Он из Белгорода, куда население было согнано в 90-е годы, заставлял огромные там вот, у них тоже ипотека 2% была, кстати, у Савченко, но это была связанная ипотека. Молодая семья могла получить землю до половины гектара по 2%. Им давали деньги на постройку дома, но дом они должны были построить не менее чем за год, поселиться туда, жить и работать там по месту жительства. Крепостное право, как Сталин говорит, Сталин лишил крестьян паспорта. Рождаемость – это единственный регион России, русский, где рождаемость позитивная. Пока там Савченко, правда, был, сейчас Савченко убрали, я не знаю, что сейчас там в Белгородской области, какие-то лидеры России сейчас направлены. Человеческий фактор и правильная политика. Государство должно работать на сбережение народа, на развитие народа, на сохранение народа. Уважение к каждому человеку. Уважение, и надо, люди же до конца не понимают на самом деле свою выгоду иногда. Человек получает зарплату, ему пропить ее, может быть, даже хочется. У него там стресс, понимаете, жена не видит. А как вот сделать так, чтобы он ее не пропил, а как бы домой принес? Это что за задача, которую государство должно решать. Человек идет, у него реклама пива, реклама водки отовсюду. Расслабься, зайди туда-сюда. Он и не доходит домой. Не будет в городах никакой демографической. У них будет катастрофа просто. Поэтому у нас нет другой альтернативы. Национальный вопрос. Русский народ на первый взгляд большой, потому что он не является этносом на самом деле. Он является другим форматом, он именно народ. Сообщество людей, которое постоянно прибавляется, убавляется, он через сознание больше понимает. А народы меньшей по численности, я не могу назвать татарский народ малым народом. Я даже чеченцев не могу назвать их 1,5-2 миллиона почти малым народом. Что за малый народ? А вы на самом деле являетесь во многом основой, надеждой будущего. Не потому, что вы татары, или калмыки, или чеченцы, или кто-то еще, да? А потому что ваша вот эта ясная борьба за национальное самосознание является борьбой за демократию, на самом деле, является борьбой за свободу и для русского народа. Поэтому я выступил с таким тезисом. Мы должны поддерживать борьбу за языки, татарский язык в школах, я тогда сказал, потому что это борьба и за права русских. Сегодня, борясь за права татарского народа, мы способствуем защите русского народа, вымирающего народа. Это очень важно понять, что это связанные очень вещи. Что нет отдельной борьбы за татар и отдельной борьбы за русских, отдельной борьбы за алтайцев. Мы все должны бороться за наши общие права. Защищать право людей, право народов за вашу нашу свободу, за социальную справедливость. Без этого мы просто исчезнем все, поверьте. Мы раньше русские, вы потом. У меня один маленький вопрос. Да. Я извиняюсь, Максим Иванович. Да. Уже 30 лет вот... Представьтесь. Да, Федор Терсин, результат создан Белгородского парламента. Мы с вами встречались. Да. Значит, 30 лет где-то вот игнорируется вопрос вывода финансовых средств России. Вот как развалился союз. Я уже не говорю о распределении материальных богатств России, то, что осталось от Советского Союза. Я имею в виду бюджетные средства. Работая в одной структуре, я заметил, что налоги уходят в офшорные фирмы. Типа, возвращаются обратно копейки. Обещали многие партии, и ДОС, и Справедливая Россия, Жириновский, все, ничего не решается. Я не знаю другой страны, чтобы в офшоре обслуживался бюджет той страны. Я извиняюсь. Может, что-то поменялось за ночь или за... Ничего не поменялось, вы совершенно правы, потому что это не страна в полной мере, а это территория колониального внешнего управления. Вся внешняя политика настроена на то, чтобы понравиться тем, кто распределяет мировые банковские системы. Кто распределяет демократы в США приходят к власти, у них одна политика, республиканцы другая. Они готовы выживать любой ценой. Все эти государственничества, чествование 9 мая, это все, как говорится, в пользу бедных. Ничего это их на самом деле не волнует. Вопрос ваш. Максим, извините, Жандарбек, как бы вице-президент Казахской автономии в Москве, ну, я как историк, я все это прекрасно понимаю, и тюркские народы как бы
флаг, но гораздо большая беда, если в том году побрали 75-летие Победы и ввели вот эти ковидные маски, 5-е, 10-е. Но все понимают, что это миф. Миф гораздо больше, чем вы сказали. Понимаете, вот что вот конкретно? Я понимаю, у вас предвыборная платформа, как бы единение. Я абсолютно свободный человек. Пишите историю, как вы считаете нужным. Нет, Пишите, я считаю... Ваши отношения вот к этим К чему? ковидным демонстрациям. Я переболел сам в тяжелой форме, чуть не умер. Я не знаю, защищают ли ковидные маски, я не врач, но я всем говорю, что это очень тяжелое заболевание. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем живее вы все останетесь. Так, еще кто, пожалуйста. Представитель татарской автономии, район Ижлёт, Максим Леонидович, хочу, во-первых, всех, не только турков России и турков, наверное, мира, вам благодарен за то, что вот во время конфликта, восстановления Азербайджана своей территориальной целостности, вы были рупором, скажем, не только азербайджанского народа, вы рупором всего тюркского народа, вы как бы, да, с этим, как его, с Игорем Караченко, огромное вам спасибо. То, что вот, исходя из этого, мы увидели, в этот процесс, скажем, конфликт нам показал, тюркский народ, что у нас есть огромный провал, что наших нету представителей в Мосмедиа, в этой, как его, политологии, некому представлять наши интересы, некому было, кроме вас, как бы, да, как бы, я говорю, Армения маленькая страна, но у них было представителей столько во всех информационных, во всех федеральных каналах, во всех ток-шоу, столько, и я видел, как вам, потому что вам помощь была то, что вы были всегда правы, как говорят, сила в чем, брат, сила в правде, исходя из этого, вам двоим проходить, отстаивать наши, это наши интересы, не только азербайджанские, потому что вы отстаиваете и тюркский мир. Это огромное спасибо. И второй вот вопрос хотел бы сказать. Вот это не наша ли беда, вот с 90-х годов наш народ стал аполитичным. Скажем, я вот о своем татарском народе. Потому что у нас 90-е годы были, нам дал Конституция язык, и нам Ельцин дал, берите свободу сколько нужно. У нас были все. Но мы это потеряли за 30 лет, и наш народ стал аполитичным. Еще Древней Греции говорили, Древней Греции народ говорит, кто не занимался политикой, они их называли идиотами. А кто занимался политикой, они гражданами. Вы не думаете ли, что вот наш народ немножко, нам сказали, политика грязное дело. Вот нам привили этот негатив, якобы политика грязное дело. Для нас народ понимает, а зачем, говорит, политика, это же грязное дело. Вот нам дали больше танцев, как бы сабанту и эти. Вот. Как вы видите, вот, тюркского народа, это не наша беда, то, что мы не представлены в законодательных, законотворческих, даже ни в каких советах наших нету. В армяно-азербайджанском конфликте отстаивал не интересы тюркского мира, а я отстаивал позицию президента Ильхама Алиева, выпускника МГИМО, которая опиралась на защиту принципов международного права, на защиту принципов территориальной целостности. Проблема не в том, что Ильхам Гейдарович защищал интересы тюркского мира. Проблема в том, что он защищал интересы здравого смысла. Он ни одного плохого слова он не сказал в отношении армянского народа. Правда? С другой стороны, мы слышали какие-то страшные нацистские высказывания. Я принципиальный антифашист. Ильхам Алиев сказал, пожалуйста, армяне, живите в Карабахе, живите в Баку, в чем проблема, да? Давайте преодолеем, говорит, вот эти все, пожалуйста, любой армянин, который захочет получить гражданство Азербайджана, ему не будет отказано в этом. Это же шок был. Это абсолютно современная, здравая позиция. Точно так же турцы, мы прекрасно знаем, можем ли мы себе представить, что какой-нибудь армянин, который захочет получить гражданство Турции, ему скажут, это армянин, мы тебе не дадим турецкий паспорт. Да. Ну бред же, правда? Мы знаем, какое количество людей, да русский может получить турецкое гражданство вообще, для этого там, ну, проблем нет. Поэтому Азербайджан защищал не только тюркский мир, он тюркский мир тоже защищал, естественно. Он защищал международное право, он защищал справедливость, он защищал невозможность этнических чисток и оправдания их под предлогом того, что там Тигран Великий нам это даровал в 13 веке, а Геродот это описал. И вообще Бог нам даровал эти земли, поэтому уходите отсюда. Как это можно в 21 веке сейчас, понимаете? Говорит, поэтому я поддерживаю, безусловно, не только Азербайджан. Азербайджан выступил субъектом борьбы за разум, за демократию, за справедливость в данном случае, за справедливый мир международный. Теперь, что касается второй части вашего вопроса, я считаю, что каждая политика соотносится со своим временем. Безусловно, в дореволюционной России
после Первой русской революции в 4 думах, которые мы знаем, были фракции, которые писали интересы мусульман, интересы разных народов. В основном все представители мусульманских народов сгонялись в одну фракцию, мусульманскую фракцию. Не сгонялись, соединялись. Там свободы побольше, чем сейчас было в современной Государственной Думе, прямо скажем. Это соответствовало тогда той борьбе, которую вели народы России за субъектность. Чтобы сказать, мы не просто вам какие-то подданные исламской вероисповедания, мы граждане, там татары, там или, не знаю, горцы, или там, ну как-то еще, да? Сегодня, мне кажется, надо просто понять, какие задачи сегодня стоят перед нашими гражданами. Я сегодня считаю, что внесение вот чисто национального фактора в политику может привести к очень тяжелым последствиям. Это может вызвать цепную реакцию. Татарский фактор приведет к появлению русского фактора, русский фактор почему-то да, еврейскому фактору не появится, почему-то не появится армянской партии внутри России. Я предлагаю внутри России заключить на этот счет перемирие. Национальный фактор в политике должен быть адаптированный через современные, более сложные формулировки социальных, политических Ну, это не институтов. фанатично, я говорю, это правом, как бы, Я просто право полагаю, что вот вы хотите знать мою позицию, я полностью поддерживаю борьбу за национальные права. Но в политике, мне представляется, не надо упрощать, как говорил товарищ Сталин, понимаете? В данном случае вот товарищ Оренбург упрощает. Не надо упрощать. Гитлер и приходит и уходит, а немецкий народ остается. Вот он сказал в контексте этого. Поэтому здесь мы просто должны более сложно относиться к той формату социального, общественного, конституционного договора, который у нас будет. Я просто полагаю, что появление татарской политической партии неизбежно приведет к появлению русской политической партии. И объясните, почему, если можно татарскую, нельзя русскую? А как вы между собой договоритесь? Вот у меня, допустим, есть знакомые русские националисты. В прошлом они были молодые радикалы, сейчас они уже гораздо более здравые, трезвомыслящие. Мы говорим, вот есть борьба за гражданские конституционные права, поверьте, в нее уже пакетом входит борьба за национальные права. Я об этом говорю, что наши Это важный представители момент. не то, что А политические. рассуждать о тюркском мире, говорить о тюркском мире, писать о тюркском мире. Господи, рассуждайте, говорите, пишите, как хотите и что хотите. Так, у нас Надо ли есть- это научно, сейчас, секундочку, вот про историю сразу предвосхищаю, это важный момент. То, что Гаяр поднимает. Конечно, и история наша, которая идет от Карамзина, она уже Ключевским ставилась под сомнение, карамзинская придворная и история, которая лежит в основе современной, которая в сталинское время была закреплена просто расстрелом всей школы академика Покровского, да, профессора Покровского. Как говорится, все дискуссии на историческую тему были прекращены. Покровский посмертно, слава тебе Господи, не дожил до пыток, был осужден, все ученики были расстреляны. Все, прекратилось исследование. Нет никакой исторической школы, на самом деле, в СССР и в современной России. Мы только заново должны ее создавать. И, конечно, единый новый учебник истории, который исходит из нашего понимания и истории, в основе которой может лежать и видение того, что Россия в лице части аристократии всегда стремилась быть русским. Я, допустим, считаю, что ставить вину русскому народу взятие Казани это абсурд. Во-первых, в армии Ивана Грозного татар было не меньше, может даже больше, чем русских. Потом тогда не было никаких народов, потом это была классическая феодальная война. Точно так же Людовик Святой разорил Прованс, понимаете? Подчинил Прованс единой Франции центральной. Такие времена были жестокие. Поэтому здесь, мне кажется, учебник истории, это надо обсуждать. И это надо реально, чтобы вот Академия, Институт истории, там Сахаров, хороший ученый, он уже, по-моему, очень старый. Ну, в общем, здесь надо просто описывать реальные какие-то вещи. Они боятся, они даже историю Кавказа, я вот говорил, напишите историю Кавказской войны современную. Вы же все уже знаете, у нас история Потта есть, имперская, там офицерская. Боятся подходить к этому. Вот мне нравится Евгений Панасенко. Все, значит, Интересно, можно вопрос? вопрос? Вот смотрите, Можно мне мы задать с вами вопрос? земляки частично, ваши. Только покороче, Да, пожалуйста. мои. Короче. Значит, ну, где-то порядка 20 лет я занимаюсь оздоровлением, да, всех наших народов. У меня центр, вот, Георгий Михайлович был в Хабаровске, татары ходили, грузины, армяне. Это не важно. Да, по Беларуси. Вот мы начали с Беларуси. И сейчас в связи с трагедией хотели бы в Казани сделать интересный проект, интересную тему.
кабинет, и так фирма наша называется кабинет психоэмоциональной разгрузки, чтобы не было у нас конфликтов в школе. Я сам педагог по образованию, и у нас постоянно возникает конфликт. Не из-за того, что психологов не хватает, не из-за того, что они не профессиональны, а просто никто серьезно к этому не относится. И вот ваша партия, ваше отношение к этой теме, от слов создания атмосферы доверия между учеником и учителем, между родителями и учителями. Я даже иду более радикальный. Мы выступаем за отмену той реформы образования, которую сделали в 90-е 2000-е годы. Эта реформа полностью перечеркивала весь опыт прусской, русской, татарской школы, которые ставят. Я сам происхожу из семьи потомственных педагогов. Мой прадед-революционер был педагогом, мой дед был учителем завкафедры методики природной физики МАФИ имени Крупской, Юськович Василий Фомич. Бабушка моя была учительница, мама преподаватель, я сам в школе работал. Поэтому для меня, мой дед даже в энциклопедии педагогической есть у него. Для меня это все не чужое. И то, что они сейчас сделали, это вообще не имеет отношения к педагогике. Это просто создают, причем, если вы платите 200 тысяч за школу, вашего ребенка будут учить по советским лекалам, по советским меркам. А вот в Казани, Вазина, да, у Руслана дочь, у Асина учится в соседней школе, где эта трагедия прошла в Казани. Да. Я так понимаю, что за счет вот именно национального фактора в Татарстане вы сохраняете, стараетесь сберегать традиции татарской, ну как бы советской школы. Это важный момент, потому что советская сберегает национальное. Связанные вещи. Но в целом это ад, который я вижу просто в современной школе. Просто ад. Это классы по 40 человек, по 3 смены. Это патагонная система. Учитель не может просто быть педагогом в этой ситуации. Стрессовая ситуация. Учитель не может быть педагогом, не директор, все работают на результат. ЕГЭ это вообще ничто. Это само по себе индексация знания ученика вещь неплохая. Во Франции, например. Но в современной ситуации России, при отсутствии национального гражданского, при отсутствии концепции государства, мы же не понимаем, зачем существует Российская Федерация. Ну, никто не объяснил вам, зачем она. Говорят, мы наследники Великой Победы. А еще что? Во-первых, мы не наследники Великой Победы. Великая Победа одержала страна, которая была в 2 раза больше, как минимум. И в которой была другая школа, другая экономика, другие межнациональные, все было другое, правда? Плохая, она хорошая, это другой вопрос. Вот, поэтому мы никакие не наследники. Поэтому вот это важный вопрос. Мы выступаем, это один из пунктов программы. Мы выступаем за выход из ВТО, или, по крайней мере, за введение протекционистских законов. Потому что ВТО просто у нас уничтожило моногорода во Владимирской области. 400 лет назад князья Шуйские создали предельные предприятия в Ивановской, Владимирской области, в Вязнике, Шуя. Они пережили революции, смуты, войны. В 2009 году, когда Дмитрий Анатольевич Медведев ради интересов 3 людей, Чемизова, не Чемизова, а этого Северсталь, как его? Мордашов, да, и остальные, там Лисин, в основном ради их интересов вошли в ВТО. У нас как ураган пронесся просто. И никто. Ведь что такое производство льна? Мы думаем, что это рубашки какие-то. Это брезент для армии. Теперь китайский брезент поступает, а не из Ивановской, не из Владимирской области в армию. Им гораздо проще китайцам давать. Это выгоднее финансовым институтам. Выход из ВТО. Подчинение экономики, политики национальным интересам. Сохранение, умножение и развитие страны. У них вообще этого нет. Третье, это, безусловно, отмена реформ, педагогической реформы. Это не значит, что мы против ЕГЭ. Я считаю, что, может, надо индексировать как-то знания. Но сама концепция должна быть просто другое преподавание. Не это должно определять. Я же знаю, как в Дагестане ЕГЭ получают 100%. Я хорошо Кавказом занимаюсь. Есть толковые ребята, но не они потом поступают туда, понимаете? А совсем другие. В МГИМО полны. У нас там девушек вечером в МГИМО туда на Лобачевского пускать нельзя. Гулять опасно просто. Поэтому мы, конечно, будем восстанавливать классическую русскую, татарскую, которая соотносится с русской, советскую педагогическую школу, которая ставила человека в центр внимания. А если уже у вас есть этот концепт, для этого надо и государство поменять. У нас сейчас человек не является центром, смыслом существования этого государства. Смыслом государства является рентабельность.
Нам Дмитрий Анатольевич Медведев нагло сказал прямо в глаза: хотите денег, не в учителя идите, а бизнесом занимайтесь. То есть социально значимая профессия, передающая, которая у всех народов Земли является почетнейшей, учитель, поставленная им на какое-то третье место. Как такая страна может жить? Никак. Она может только медленно умирать. Нас убивают медленно. Как спасти наших детей? Произвести политические перемены в нашей стране фундаментальные. Да. Да, У меня два вопроса. Подождите, я вам не давал, сейчас вот здесь вроде еще. Все, да, давайте. Нет, я же, извините, да. Вот, тут Да не очередность бывает, уже задавайте, да. Это же есть очень... Муниципальной реформе интересует. Подождите, вот сейчас. С Гаяром не забалуешь, я уже знаю много лет. Сейчас, все по Ахмед очереди. Абулов, я представляю Забайкальский диаспору. У меня короткий вопрос. В случае удачном представлении вашей партии в государственных органах, да, какова будет позиция вашей партии в отношении с Украиной? Это важный и глубокий и серьезный вопрос. Для меня это вопрос крайне болезненный. Потому что хоть я и москвич, но прадед мой одесский украинец Петр Семенович Шевченко. И, в общем, на Донбассе я считаю, что болезни России и Украины, они примерно одинаковые, они просто проявляются по-разному. Олигархическая власть, криминально-олигархическая власть в Украине ничуть не хуже криминально-бюрократической власти России. Пример тот же самый. Просто здесь правят спецслужбы, а там олигархи. Здесь олигархи подчинены спецслужбам, а в Украине спецслужбы олигархам. А так, как говорится, все одно и то же, понимаете? Но там, конечно, было побольше беспредела, побольше, который мы называли свободой. Потому что там, в принципе, государства не было до 2014 года. Я прекрасно знаю, много бывал там. Поэтому я воспринял Донецкое восстание и Луганское восстание совершенно искренне как восстание народа против опостылевшей бюрократии. Для меня это был не русский мир никакой. Я написал статью тогда, в 2014 году, в феврале, «Украинский предел русской истории». Написал, что разгул украинофобии, который тогда пошел по российскому телевидению, когда там Петя Толстой и остальные говорили: украинцы выдуманный народ. Говорю: вас же Украина слышит, вы что, мобилизацию в Нацгвардию проводите, что ли? Вы украинцев специально, что ли, гоните в бандеровские нацбатальоны? После этого меня внесли во все черные списки, меня вообще не пускали на телевидение, ну и слава богу, зато не заморался, понимаете, в этом во всем. Я был на Донбассе с первого дня, и могу сказать, что с той стороны, с украинской, я в Киеве бывал до июня. Я видел откровенных нацистов, честно скажу. Нацистов, которые рассуждали о примате крови, а то, что украинцы произошли от... И это как бы были не смешные люди, поскольку они были вооружены до зубов. Я в Киеве беседовал с этими нацбатальонами, майданными всякими там. И видел крымско-татарский батальон, с Джемилевым встречался еще до объявления его тут персоной нон-грата в Киеве тоже. В общем, потому что я занимался проблемой крымских татар еще достаточно давно. И я могу сказать, что я, безусловно, поддерживаю советскую народную демократическую Украину. Нет никакой Украины вообще, как нет вообще никакой абстрактной России. Есть Украина, которая принадлежит народу и которая сегодня у народа отобрана. Есть Россия, которая должна принадлежать народу и которая отобрана у народа. Поэтому для меня разницы нет. Я выступаю за социальные перемены, как в России, так и в Украине. Я полагаю, что если народ вернет себе власть, если социализм будет основой и, если угодно, радянская власть на Украине будет основой новой 21 века политической системы, как и в России, никакой конфликта между нашими народами не будет. Война между Россией и Украиной спродюсирована правящими верхушками. В то время как в Дебальцево люди друг друга убивали, я был под Дебальцево, Путин с Порошенко, оказывается, по телефону говорит: обнимаю, жму руку, понимаете, друг другу. Ну, естественно, потому что Порошенко друг Зурабова, они с Зурабовым ездили там, понимаете, отдыхать, а Зурабов мы сами знаем, кто такой, понимаете, кассир чей был, понимаете, и так далее. Поэтому, чтобы вам не говорили, два несчастных народа, народы России и народы Украины,
друг на друга. Вот сейчас мы были в одном шаге войны. Я выступил с резко антивоенной позицией. Нас там Симонян ратовал за войну. Я говорю, представить себе, что парень из Ростова должен убивать парня из Одессы. Это падение, которое просто вот ниже которого некуда падать. Мне и так уже хватило, когда тбилисы и сухумцы убивали друг друга. Понимаете? Или там бакинцы убивали друг друга. Вы до чего довели нашу родину? Поэтому я считаю, что границы между советскими республиками, в частности, проводились из экономических соображений, а не из национальных. Я полагаю, что любое современное лимитрофное государство, каким является в частности Российская Федерация, не вечно и находится под угрозой распада. Не распасться, более того, объединиться мы можем только на основе общих ценностей. Общие ценности — это демократия, свобода, справедливость, уважение друг к другу и единое какое-то социально-экономическое пространство, которого просто нет. Спасибо, спасибо. И вот последний вопрос. Представьте, пожалуйста. Извините, Брат, не уходить, потом уйдет сейчас. У меня два вопроса, получается, о муниципальной реформе. То есть это для меня очень интересно, поскольку я был муниципальным депутатом от «Единой России». Я и сейчас член партии «Единая Россия» и выдвинулся на областной уже уровень. Мне интересно мнение о муниципальной реформе, потому что я работал на земле, я понимаю, что мы в тупике находимся. То есть 131 федеральный закон, он не отвечает жизненным потребностям муниципалитетов вообще. И о возвращении выборов в муниципальное образование, как вы это видите, это один вопрос. И второй вопрос об экологии. Я просто не услышал животрепещущие моменты в вашей партии об экологии. Это очень важно на сегодняшний момент, по крайней мере, в Московской. Начну со второго вопроса. Экологические проблемы России являются следствием чудовищной капиталистической системы эксплуатации российской территории правящей верхушкой и отсутствием демократических институтов. Я занимался мусорной проблемой во Владимирской области, это очень болезненная проблема. Александров, Киржач, Петушки, это свалки, это борьба Хартии и этого самого и Эколайна, то есть Чайк, Ротенберга за это дело. Я не против того, чтобы были какие-то крупные операторы, допустим, понимаете? Но мы же вообще не контролируем их деятельность, по большому счету. А единственным институтом это местное самоуправление, которое может говорить, или региональное место. Мы стараемся в Владимирской области еще более-менее, потому что у нас есть, слава богу, конфликт между губернатором, ЛДПРовцем, и большинством «Единой России». Это я очень даже приветствую, поскольку это позволяет нам обсуждать бюджет, допустим, региональный, 6-7 часов, а не как раньше полчаса при Светлане Юрьевне Орловой. Все голосовали за и все, пошли вперед. Понимаете? Поэтому это привело к тому, что, в частности, мусорные проблемы Владимирской области более-менее решаются в интересах жителей. В частности, свалка под Александровым огромная. Ее мы заставляем закрыть. Просто рекультивация свалки будет. Но мы, еще раз говорю, нельзя решить проблемы экологии без открытости, без реальных влияния народа на крупные корпорации. Вот вам пример Норникель, например. Вот они убили, они произвели катастрофу, сравнили, там атомную бомбу взорвали. То, что Потанин 26 миллионов ему предлагали на реставрацию этого дизельного хранилища. 26 миллионов долларов. Потанин, который получает дивидендов 2 миллиарда 200 миллионов ежегодно из прибыли Норникеля, не нашел 3 года назад. А сейчас, значит, потом вот это вот случилось, этот ад, правда? И кто наказан? Ответ: никто. Сейчас вот Мишустин, выступая в Думе, сказал: мы потребуем, значит, чтобы из, значит, прибыли, но мы знаем, что это произошло не потому, что они реально хотят, а потому что идет какая-то война между Дерипаской и Потаниным за там акции, допустим, Норникеля, понимаете? Вот и все. Только поэтому. Поэтому без демократии,
без восстановления нашей власти над всеми органами власти никакая экология защищена не будет. Капитал будет эксплуатировать нашу родину, вырубать леса, потом выжигать эти вырубки. Шахты открытые в Сибири, отапливать Красноярск, котловину, угольному еще 10 тысяч лет, понимаете? Ничего, мы их не заставим. Только сила может их заставить, политическая сила. Народная политическая сила. Поэтому народ им мешает. Если бы нас не было, им было бы гораздо лучше. Муниципалитет — это самое больное место. Это основа должна быть. Ну, во-первых, муниципалитеты практически современно не могут жить за счет местных доходов, которые собираются с населения, за счет налогов. Это, я считаю, что должны быть обязательно дотации для муниципального управления. И здесь, конечно, крайне важно, я выступаю за выборы на муниципальном уровне. Я выступаю, более того, против партийных выборов на уровне муниципалитетов. Я считаю, что люди должны выбирать людей, самих вот как бы права местного самоуправления должны быть огромные. Не надо по партиям выбирать. Лично. Я знаю Ивана Ивановича, его знаю. Мне говорят, так криминал к власти прорвется. Но если криминал там живет, то этот криминал, наверное, тоже не будет заинтересован в том, чтобы... Я вот знаю, на территории Солнцева наркотики не продавались, допустим, в 90-е годы. Правда ведь? Мы все это знаем. А в Казанске, вот тут, наверное, есть те, кто в молодые годы там в 90-е, 80-е ходил. Тоже как бы это дело не приветствовалось, насколько я понимаю, да? Там, ну, конечно, разные территории. Вот я «Слово пацана» прочитал, книга потрясающая. Посмотрите «История казанских группировок». Супер книга просто, как бы там вот такой толщины. Потрясающе, там все описано. Поэтому я не знаю, криминал, не криминал, но местное самоуправление должно быть обязательно, и люди должны сами решать Они больше на местах. знают, который живет. Вопрос закончен. Нас на связи Андрей Бабушкин. Вот он давно ждет ответить, хочет сказать, Андрюша на связи, да? но он, к сожалению, Яблоко. опять исчез. Вот. Хочет вам сказать тоже несколько слов. Он сейчас появится. Людям не было. Поэтому я могу сказать, что там, где можно без войны что-то решить, я всегда это буду приветствовать. Конечно. Спорт, культура, образование, экономика. Конечно, друзья. Спасибо вам большое. Я, с вашего позволения, если вопросов больше нет, я, наверное, пойду. У меня идет горячая компания. Что там? А еще пока, может быть, ждем по иммиграционной политике. Можете пояснить? По миграционной политике я выступаю за так называемый пакет мигранта. Я и Путину это говорил. Вот я был на собрании, помню, это было в Уфе, там Рамадановский еще был тогда, был. Я сказал, должен быть пакет. Это должна быть, во-первых, трудовая виза. Вот я когда в Швейцарию летал читать лекции в университет Фрибурга, я был тоже трудовым мигрантом. У меня была виза, которая давала мне разрешение получить деньги от университета. Если это была туристическая виза, я не имел права это делать. Это нарушение законов Швейцарии. Мне дали специально бизнес-виза раз. У меня был билет туда-обратно. То есть была гарантия, что я не останусь там. Университет фиксировал мою прописку как иностранца, получающего деньги, да, работающего. Это важно. Как турист я мог перемещаться по Швейцарии, где хочу, но еще университет отвечал. У меня была медицинская страховка. Поэтому я считаю, в России, где работодатель несет юридическую ответственность. Я ребятам из Средней Азии говорю, что вы сейчас даже в суды пойти не можете. Вас можно обмануть любого. Договор это вы можете по суду. Более того, его зарплата должна фиксироваться, регламентироваться, и с нее должен был платиться налог. Причем этот налог должен быть больше, чем налог, который собирается с зарплаты российского гражданина. Чуть-чуть, но больше. Вместо патента, да, который они принимают. Патент это чистая коррупция. 5000 и любой человек может патент купить просто. Дальше человек должен иметь место, значит, регистрации на территории Российской Федерации. Проживает. Ну, может здесь, может в тысячах мест, но он должен везде регистрироваться. И пятое, это даже билет туда-обратно. Если у тебя на работу приезжаешь. Ну, и медицинская страховка. Вот это пакет. Они это не вводят только по одной причине, потому что миграция – это способ для крупного капитала зарабатывать огромные деньги на рабском труде. Вот и все. А по вопросу, например,